Всем привет! И Спасибо. Что микрофон без провода. Так в этом и прикол. Подождите, я думал, это фишка торта. Итак, 3, 4, камера, мотор, поехали. Привет, лицей! И мы рады представить вам первый выпуск подкастов с Яной Вижновец. Он называется лицейский тварь, если кто-то не знал, да. Лицейский тварь. Что? лицейская тварь. Ну, лицейская тварь, хорошо. Так и запишем. Я пока почитаю, что такое подкаст. Про Ивана О. Про Ивана О. Я проиграл в игру. О, и я проиграл в игру. Все вам расскажи. Честное слово, никаких тайн не хотите оставлять. Надо посмотреть на свет. Да все, Всё? смотрю. Я ехала целую ночь, приезжала в 5 утра в Минск, сидела на вокзале, ждала этих экзаменов, шла на ФМО и писала. Я понимаю, что я забыла с собой все документы, подтверждающие личность. И я общалась с администрацией вокзала, чтобы те мне распечатали фотографию, которую мне прислала мама. Я отдаю ему вот этот факс, он такой на меня смотрит: «О, я помню, ты та беленькая из Гомеля, проходи». И он даже не взглянул на этот факс. У меня эта история началась еще в 7 классе. В 7 классе, когда я был еще олимпиадником по математике. А потом тебе нечего будет делать в гимназии, поступай в лицей БГУ. В 9 классе пошел в ансамбль народного танца «Юность», и была такая идея фикс, что все, дальше пойдем в хореографическом направлении. Поехал на физику, сначала область, потом респо, диплом на респе. Когда шла апелляция, влетает в аудиторию Леонид Григорьевич, такой: «Всем добрый день, у меня есть брошюрки от лицея БГУ, поступать, а может не поступать, поступать или не поступать». Наверное, в последний день я просыпаюсь, говорю папе: «Поехали». И мы поехали. Виктор Анатольевич в 100-м кабинете тогда собирал документы, читает: «Ага, диплом по физике. Ну что, в мат-профиль?» У меня фейс удивления. Я говорю: «Нет, только физика». Он такой: «Хорошо, пишем. ФМ5». Неделя каникул была, я приехал в гимназию, и мой физик сказал мне, гимназический: «Ну и толку, что ты уехал в свой лицей, все равно с 3-м дипломом сидишь». Знаете, было очень обидно. Я помню, мне когда вручали аттестат после 9 класса, мне вручал директор, ну, и она мне так жмет руку, давай, дай сюда руку, вот, и она жмет так: «Анастасия, может, останетесь?» Я говорю: «Не-не-не», ну, я уже забираю. «Анастасия, ну, вы подумайте, ну, как бы еще не поздно». «Не-не-не, ну, вы понимаете, что у вас золотая там медаль будет?» Я говорю: «Не-не-не, спасибо». «Анастасия», и, короче, мы так минут 5. Лучшие кадры из выпускного в Гомеле. Зато там фотографий 10 прекрасных вышло. Вот, поэтому получать аттестат нужно медленно, а убегать потом после него быстро. Да. Следующая тема. Самое первое воспоминание из лицея. Ну, за вычетом того, что приехала на день открытых дверей, и тут накрыла. Регистрация в общагу. 30 августа. Я тогда фотографии забыла. Я почему-то все всегда забывала. Документы — это вообще не про нас, да? У меня еще мама там где-то сидит, так: «О боже, уезжает от меня». Все, Да. потеряли доченьку. Самое интересное воспоминание за 10 класс. Но тут тогда, когда мне позволили подняться на крышу лицея. Слово ни разу не было на крыше лицея. Нет, наверное, самое вот прям яркое воспоминание за 10 класс — это Денис Николаевич Киселев. Знакомство с вами, Артем. Ой, ну что вы уже начинаете яркое. Там из воспоминаний это ярко, вы вообще боялись меня некоторое время. Когда у меня были связи. Расскажите, пожалуйста, что за футболочка у вас такая интересная? Ой, все вам расскажите. Да, расскажите. Эта футболочка была получена в подарок на мой предыдущий день рождения. Это же не год рождения, это же год зачатия. А сзади что? Поворачиваться спиной, не попаду. Вот, замечательно. Вот, год, Просто когда прелесть. была подарена, 2020 год. Это на самом деле Настя подарила мне в прошлом году на день рождения. Это вообще, я считаю, the best of the best подарков. В этом году получил на день рождения подарок просто шикарнейший. Это Венерина мухоловка. Вот такое растение. Пальцы засовываешь, она так... Это, живую муху нужно класть? Ну, ее можно чуть-чуть пришибить, вот, потому что они почему-то сами... Надо мыть муху перед этим? Ну, мы Нет, же там моем овощи, фрукты. Что? Нет, муха — это же натурпродукт. Ее туда внутрь чуть-чуть подуть, так, чтобы она потрепыхалась внутри. И
А если туда положить что-то, ну, другое животное, я не знаю, там, Муравья. Например. муравья, личинку? Уже кормил молью. Нормально. Все, что дома нашел. Вот. Овощами, фруктами пока не пробовал. У меня, кстати, забавно, что я на визитках своих, я не участвовала на сцене, а я сидела вот там, около Андрея Ярославовича. На звуке. Да, на звуке. И так сейчас сложилось исторически, что я продолжаю там сидеть, по сути. Вот как визитки встретишь, так потом всю жизнь не проведешь. Вот, нет, на визитках... собственно, на визитках я танцевал на сцене. После этого на Новый год танцевал на сцене, в 11 классе танцевал на сцене, с преподами танцевал на сцене. И я остался в лицее еще за день до того, как окончательно покинул лицей в 11 классе. В ночь выпускного, получается даже не за день, день в день, Денис Николаевич, вышеупомянутый, собственно, предложил мне взять на себя хореографическую часть в лицее, и через 6 часов вышел из лицея уже будущим сотрудником. О чем я рассказывал? Я уже потерял мысль окончательно. Когда преподаватели говорят о том, что вот вы такие все несобранные, там заходишь в аудиторию, вы не реагируете и так далее, это работает во всех направлениях. Как быстро обращаться к преподавателям, когда нужно что-то вот подправить прямо по ходу. Леонид Григорьевич, Ирина Владимировна, там на 3 надо было сделать, и ты понимаешь, что все уже, 3 уже давным-давно прошло, уже 4, 5, 6, 7. Ну, тебе еще повезло, что ты быстро запоминал, как их зовут, потому что... Не, ну, у меня было 2 года для того, чтобы запомнить. Я когда выпустилась из лицея, то есть я же не сразу прям вернулась сюда, я так, подсидела Костю Баяндина, вот, то есть пару месяцев мы с ним работали вместе, и потом уже осталась я одна. Я думаю, мы прервемся на рекламную паузу. Ответь.